Хайрли кич, кадрле дуслар. Добрый вечер, друзья. Это ток-шоу «Наша республика, наше дело». И я, его ведущая Людмила Рыбакова. Как всегда, в большой студии ТНВ мы готовы обсудить самые актуальные, острые темы, и этот эфир не исключение. До старта нового учебного года всего 4 дня. И выступая на августовском совещании работников образования и науки в Елабуге, президент республики Рустам Нургалиевич Минниханов поставил задачу: все запланированные мероприятия в школах должны начаться в традиционном очном формате, но с соблюдением необходимых санитарных норм. С какими показателями встречаем 1 сентября? Что предпринимает руководство Татарстана, парламентарии, учительское сообщество для развития и совершенствования образовательной сферы? Как наши дети будут учиться в условиях мировой пандемии? Ответы на эти и многие другие вопросы сегодня в новом выпуске ток-шоу «Наша республика, наше дело». И в качестве спикеров нашей программы я сегодня представляю Алсу Мунибовна Асадуллина, заместитель министра образования и науки Республики Татарстан. Ришат Арифулович Гузейров, проректор по общим вопросам Казанского Приволжского федерального университета. Добрый вечер, уважаемые спикеры. Добрый вечер. Также я рада представить наших уважаемых экспертов. Это депутаты Государственного совета Республики Татарстан. Алсу Рустемовна Набиева, ректор Российского университета кооперации. Альбина Мунировна Насырова, генеральный директор ОНО «Общеобразовательная организация Бала-Сити». Ну и в нашей студии выпускники татарстанских школ, которые по итогам единого государственного экзамена в 2020 году набрали максимальные 100 баллов. Я приветствую вас, ребята. Ну и разговор у нас сегодня об образовании. И 1 сентября. Алсу Мунибовна, 1 сентября в нашей республике свои двери откроют 1404 общеобразовательные организации. С какими показателями Татарстан начинает новый учебный год? Все ли готово к приему учащихся? Пройдут ли праздничные линейки и всероссийский урок, посвященный 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне? Да, конечно же. У нас в этом году необычный был конец учебного года прошлого. Сейчас у нас новый учебный год. Все мы закончили учебный год в условиях дистанционного обучения. Никто этого не ожидал. Было много трудностей. Тем не менее, многому нас этот период научил. Мы научились быстро понимать в различных образовательных платформах, в онлайн-ресурсах. Благодаря решению нашего президента, когда мы увидели, что не все хорошо с интернет-связью, в этом году к 1 сентября все школы Татарстана будут обеспечены высокоскоростным интернетом. Везде проведена оптиковолоконная связь. Это единственный у нас регион, который все школы у нас теперь с хорошим интернетом. Это очень здорово. И все-таки мы все соскучились, и мы хотим 1 сентября встретиться с нашими любимыми учениками, прийти в школу и начать уже учебный год 1 сентября в очном традиционном режиме. И наши школы, все 1404 школы, они сегодня готовы. Делаются какие-то последние подготовления в части того, что мы все должны жить теперь совершенно в новых условиях. У нас есть санитарные правила, которые были утверждены для работ общеобразовательных организаций, и теперь мы работаем строго с выполнением этих правил. Ну, если мы говорим сегодня о линейке, линейки у нас будут. Линейки нам не запрещают, но, тем не менее, ограниченное количество людей. На линейках на улицах мы можем выстраивать 100 человек детей. Маски не обязательны ни для учителей, ни для детей. Но если придут родители на праздники, то родители будут стоять поодаль и в масках. Ну, для того, чтобы максимально обезопасить всех участников образовательного процесса и все-таки довести учебный год в очном формате с 1 по 25 мая. Будут немножко изменены расписания уроков для того, чтобы не было скопления детей, чтобы не было скопления в коридорах. То есть это каждое учебное учреждение вырабатывает для себя свой режим, потому что каждое учебное заведение имеет свои особенности. Количество детей, количество классов, помещений. Конечно, легче всего малокомплектным школам, но тем не менее
менее, везде необходимо соблюдать эти правила. Все школы должны на входе иметь дозатор. У входа всех детей должны обязательно всем детям должны померить температуру бесконтактным термометром. На сегодняшний день мы уже готовы, потому что в таком режиме прошли экзамены. Экзамены Да, наши экзамены, они именно в таком режиме прошли, поэтому мы это уже знаем. Сложнее, как мы организуем дальше учебный процесс. Это мы еще не делали. Поэтому, я думаю, что мы справимся, и все школы справятся. Затем у нас не должно быть общешкольных массовых мероприятий. На это у нас пока тоже существует до Нового года запрет. Тем не менее, мероприятия по классам, по параллелям у нас также остаются в силе, мы также будем их проводить. Обязательно утренний фильтр для учителей, для детей, для всех. И если есть какие-то подозрения, что ребенок плохо себя чувствует, ОРВИ и так далее, обязательно должно быть помещение, в которое мы просто ребенка отводим до приезда родителей, и чтобы он не контактировал в дальнейшем с своими одноклассниками. Очень много нюансов, которые есть, они все выполнимые. Мы видим, что прошедший период показал, что мы можем все, и вместе с родителями, вместе с учителями мы, конечно, все это одолеем. Я так думаю, потому что есть общее понимание в обществе. Все рекомендации мы уже разработали и выслали на основании, конечно, санитарных правил. Мы выслали учреждениям образования и руководителям органов управления в районы. То есть понимание со стороны родителей, учителей, общественности есть, это вы сказали сейчас. И все-таки, конечно же, 1 сентября – это общий праздник, конечно, особенно для тех, кто идет в 1 класс и в 11 класс. Вот если 100 человек, это, наверное, не все школы, не вся школа, некоторые школы не могут поместить, значит, на своей линейке. Идет деление по классам, знаете, по времени. Да, мы рекомендуем. Почему я и говорю, что каждая школа принимает свои условия игры, скажем так, потому что у кого-то 8 классов первых, у кого-то 2. И мы так посчитали, что все-таки если 100 человек детей, если там очень много классов, то их просто разделить на 2 линейки. В принципе, это всегда было в больших школах, когда мы проводили. И еще я бы хотела обратиться к нашим родителям, чтобы было понимание. Мы знаем, что это большой праздник, что мы любим ходить всей семьей. Да, но сейчас это все можно сделать как бы немножко в другом формате. Это и записывают все сейчас и на камеры, и на видео. Хотел бы просто понимания, чтобы у нас все-таки хватило места во дворе нашим детям. Самое главное. А родители, конечно же, они будут, но чтобы были в масках, чтобы сохраняли дистанцию. Все-таки мы должны детям праздник не испортить, чтобы у нас никаких всплесков заболеваемости в этот день не было. И в дальнейшем, естественно, тоже. И еще хотела бы сказать один момент, что в школах маски носить не надо, но если приходят родители на мероприятие, они приходят в масках. И если учителя работают индивидуально, консультации проводят, подготовка к олимпиадам, конкурсам, они также, учителя, надевают маски, когда приближаются к ребенку. В остальных случаях мы работаем, как работали. Вот именно эти вопросы поступают в социальных сетях и разбираются от наших родителей. И Алсу Мунибовна очень четко рассказала план действий наших родителей и наших учащихся при наступлении 1 сентября. Ильшат Арифулович, у меня такой вопрос к вам. Казанский федеральный университет – это прежде всего крупнейший вуз республики, один из лидеров наших российских вузов. И 1000 студентов, сотни преподавателей – это все в стенах ваших университетов. С каким настроением вы встречаете новый учебный год? И все ли то, что планировали, именно воплотилось до 1 сентября? Спасибо за вопрос. В первую очередь, на самом деле, мы этот год встречаем подготовленными, потому что здесь Алсу Мунибовна правильно сказала, что мы с февраля месяца, когда перешли в режим так называемой пандемии, с указания руководства республики, с указания Российской Федерации. Поэтому много было сделано, был получен большой опыт, и мы уже подошли к началу учебного года с определенным своим багажом, который нам позволяет с оптимизмом смотреть на и начало учебного года, который начнется 1 сентября, и организовать учебный процесс, организовать безопасность наших и работников, и обучающихся, потому что здоровье людей прежде всего. Но в то же самое время мы в коем случае не должны терять качество образования, потому что
чтобы люди приходят в университет учиться, но не только учиться, но и получить в то же самое время вот такую субкультуру нашу университетскую, так своеобразное такое братство университетское. И поэтому говорю еще раз, что максимальное количество и мероприятий, которые мы проводим, и так называемую термометрию на входах, то есть чтобы человек пришел, если у человека соответствует температура, то есть он не болеет, чувствует себя хорошо, то есть он проходит на занятия, где аудитории, большие аудитории, где определенная социальная дистанция 1,5 метра. То есть все это прописали, все это организовали, все, слава богу, все это мы успели все сделать 1 сентября. И поэтому еще говорю, что пока на данный период времени с оптимизмом подходим к началу учебного года. И надеюсь, что у нас все будет хорошо, у нас все получится. Спасибо. Алсу Рустемовна, в этом году в Казань переехал оперативный офис Российского университета кооперации. Какое значение этого обстоятельства имеет для высшей школы Татарстана и какова готовность вашего университета к новому учебному году? Спасибо, Людмила Николаевна. Я считаю, что это в первую очередь доверие к коллективу нашего Казанского кооперативного института. И Республика Татарстан наша, она такие условия предоставляет для развития высшего образования, что у нас руководство и учредитель Центра «Союз» приняли такое решение, что центральный офис должен располагаться в нашем городе, в городе Казани. А для нас это новые возможности для кооперативного образования, это консолидация ресурсов, это новые возможности, это объединение студенчества от Калининграда и до Дальнего Востока, это большое количество учреждений среднего профессионального образования, что нам позволяет решать различные внутренние вопросы и гармонизацию учебных планов, и вопросы, связанные с участием в чемпионатном движении, и вопросы, связанные с развитием образования с точки зрения новых стандартов. Вот мы бы очень хотели ввести новый стандарт «Кооперативное дело», чтобы у нас впоследствии появился в ГОС. Сейчас мы занимаемся разработкой профессионального стандарта «Специалист по кооперативному делу», потому что тема кооперации, она сегодня и через национальные проекты проходит, и вузы есть с названием и с приставкой «кооперативный», с прилагательным «кооперативный», а в перечне специальностей высшего и среднего профессионального образования у нас нет данной специальности. И вот мы сейчас всем нашим педагогическим и профессорско-преподавательским сообществом ведем данную работу. И для нас это очень важно, чтобы появилась данная специальность, чтобы мы в кооперативных вузах могли бы готовить настоящих кооператоров, поскольку это актуально, это востребованная тема, и мы над этим работаем. Спасибо огромное. Ну а теперь вспомним августовский педсовет, участие в котором приняли президент республики Рустам Нургалиевич Минниханов и государственный советник Татарстана Минтимир Шарипович Шаймиев. На этом мероприятии вновь было заявлено о необходимости развивать республиканскую сеть полингвальных школ, которые дают возможность нашим детям не только получать современное образование, но и с малых лет изучать родную культуру, традиции и язык. О том, что же представляет собой новая полингвальная школа в Елабуге, мы расскажем в репортаже коллег ТНВ. Давайте посмотрим сюжет. Современное многофункциональное здание. Это новый полилингвальный комплекс Алабуга-Адымнар, построенный по проекту, который еще 2 года назад предложил Минтимир Шаймиев. На русском, татарском и английском здесь будут учиться и изучать языки более 1000 учеников. В школе 50 кабинетов, 2 бассейна, актовый зал, библиотека, а еще спортплощадка с футбольным полем. В нашей школе реализуется программа «Школа полного дня», где дети имеют право находиться с 8 утра до 5 или 6 вечера. Первая половина дня будет посвящена занятиям в традиционной форме. Вторая половина дня будет реализовано огромное количество направлений кружков, творческой, спортивной и вообще абсолютно всех направленностей. Еще одно образовательное ноу-хау Елабуги – университетская школа КФУ. Она открылась в здании бывшей 5-й школы. За парты здесь сядут не только дети, но и учителя. Первые будут учиться, вторые – повышать квалификацию. Такая концепция тесной взаимосвязи между университетом и школой имеет место быть. Можно было увидеть, как учатся наши учителя. Они будут продолжать обучение не только сейчас, в преддверии начала учебного года, но и в течение всего учебного года.
По итогам этого учебного года в Министерстве образования республики отметили: пандемия и дистанционное обучение не лучшим образом сказались на результатах ЕГЭ. Хуже сдали экзамены по естественно-научным предметам, то есть там, где требовалось очное общение с преподавателем. Впрочем, есть и хорошие новости. В 2020 году 100-бальников в Татарстане стало на 40 человек больше. Вот посмотрите, в каких условиях будут в 2020-2021 учебном году учиться наши ребята. И действительно мы будем ждать результатов, особенно из тех городов, где развивается система образования. Алсу Мунибовна, вот 2 школы, которые показали в Елабуге в этом году, какое количество школ открывается в рамках программы национальных проектов образования, в рамках республиканских программ, пожалуйста. Я хотела бы сказать, что вот таких полилингвальных замечательных комплексов к 2022 году будет 6. В этом году открывается 3, которые у нас в Казани и в Елабуге. Все они у нас откроются 1 сентября одномоментно. Это будет очень красивый праздник, я надеюсь, потому что школа действительно того достойна. Это было сделано решение на базе 165-й большой и без того школы в Новосавиновском районе Казани. На самом деле отличие этих школ – это то, что там не только языки будут преподавать, но и создаваться какая-то некая языковая среда, потому что и предметы после 3 класса будут переходить на преподавание на языках. Причем родители могут выбрать, то ли это будут билингвальные классы, то ли это будут полилингвальные классы. Какие-то предметы определенные будут на этих языках, для того, чтобы ребенок действительно мог не только повторять слова, да, не только заучивать какие-то там правила и так далее, а здесь, чтобы он мог мыслить на этом языке, чтобы в дальнейшем это ему пригодилось, конечно. И вообще очень здорово, что такие полилингвальные школы открываются именно у нас в Татарстане. У нас в Татарстане живет более 170 национальностей и народностей, поэтому для нас это очень важно. Мир и согласие в нашей республике – это того стоит для того, чтобы мы молодое поколение воспитали уже в таком же духе, в уважении к традициям, к обычаям, к языку не только своего, но и соседних народов. Ну, это здорово. И, Альбина Мунировна, у меня к вам вопрос. Вы являетесь руководителем сети учреждений уже полилингвальных, начала детских садов, а сейчас и международные школы. Пожалуйста, какие новации ждут обучающихся в вашем учебном заведении? Как пандемия повлияла, опять же, на ваше заведение? Соскучились дети и родители, но в первую очередь новации. Спасибо. Безусловно, я думаю, этот учебный год, уходящий, нас, наверное, очень важному научил, потому что мир очень быстро меняется, и нужно быть гибкими, очень открытыми к новому, к новоизменениям. И это мы усвоили очень хорошо, я думаю, да. Вообще коллеги и образовательные наши организации позитивно и с таким боевым настроем готовятся к новому учебному году. Из таких образовательных новостей мы запускаем новые образовательные проекты в дошкольных учреждениях, в наших детских садах. Это STEM-проекты дошкольные, это Mind Games, развивающие умные настольные игры. Мы планируем открытие нового мультилингвального международного детского садика в Альметьевске. Нас там очень давно уже ждут. Да, и очень скоро откроют двери детский сад Баласити в Альметьевске. Еще очень хорошая новость для нашей республики, для наших коллег, учителей, это то, что сегодня на базе Кембриджской международной школы Баласити открылся Центр подготовки кадров при Кембриджском университете. Это говорит о том, что наши коллеги, учителя нашей республики, не уезжая из города, могут участвовать онлайн, да, получить доступ к современным, очень интересным, новым, инновационным подходам, методикам, которые разработаны коллегами со всего мира. И сейчас вот у нас заканчивается как раз курс, который очень актуальный для всех наших учителей города. Это диджитал образование, технологии в образовании. И я очень радуюсь, что вот наши коллеги, учителя нашего города будут уже в тренде совсем новых проектов, которые происходят вот глобально во всем мире. Поэтому ждем, готовы к сотрудничеству и позитивно
готовимся к открытию нового учебного года. Хорошо. Альбина Мунировна, и такой вопрос. Вот многие современные родители, выбирая образование для своего ребенка, зачастую отдают предпочтение не только вузам из Татарстана, но и международным. И вы начали, в принципе, так, тему, да, что ваши педагоги имеют возможность получить дополнительное образование. Способствует ли наличие выпускников с международными дипломами о высшем образовании повышению конкурентоспособности нашего региона на рынке труда, а не только в нашем Татарстане, но и в пределах Российской Федерации, ну и на мировом уровне? Безусловно, очень хороший вопрос. Здесь вот я хочу проговорить, наверное, как здорово нам всем с вами повезло, что мы живем в Республике Татарстан. И руководство республики, Рустам Нургалевич, искренне поддерживает международное сотрудничество, поддерживает все инновационные образовательные проекты, начиная вот от раннего развития, от дошкольного, заканчивая высшим образованием. И даже вот взять нашу республику, наш город, мы можем гордиться тем, что у нас очень много разных школ, разные дети и разные школы. Есть выбор у детей и у родителей. И то, что касается образовательных международных школ, да, на республику у нас 3 международные программы. Одна в Елабуге IB-программа, в Казани IB-программа, аккредитованная международная школа, и наша кембриджская, которая дает возможность получить детям двойной аттестат, как российский, так и международный. О чем это говорит? Это говорит о том, что у наших детей есть возможность выбора университета любого по всему миру. С этим аттестатом они могут поступать в любой вуз всей нашей планеты. Да? И, безусловно, это еще говорит о том, что конкурентоспособность, то есть у наших детей будет возможность, у наших выпускников международных школ будет возможность конкурировать не только с выпускниками, да, российских учащихся, но и по всему миру. И ценность того, что, наверное, еще этих международных школ в том, что вот 2 команды, наши российские педагоги, нам тоже есть чем гордиться. У нас очень много, допустим, наши иностранные педагоги, они всегда говорят, что вот русская математическая школа, везде ею восхищаются и видят результаты. Поэтому здесь, открывая международные школы, мы в городе, в Казани, то есть появляется возможность развитию и обогащению обеих команд, да, как международной команде учителей, так и российских. Поэтому, безусловно, международное образование – это большой плюс и для нашей республики, и для наших детей, и это новые возможности для наших учащихся. Ну вот международное образование, все-таки мы, наверное, поддерживаем больше российское образование, да, это все хорошо. И вот у меня есть ребята здесь в студии, у нас здесь в студии ребята, 100-бальники, которые именно в российских школах, в наших татарстанских, очень успешно сдали ЕГЭ, независимо от того, что в дистанционном режиме сдавали. И, пожалуйста, ребята, поделитесь своими впечатлениями, как все это у вас прошло, как вы дошли до такого результата, какие были ваши ощущения. Пожалуйста, Алексей Михайлов, ученик муниципального автономного общеобразовательного учреждения, гимназии номер 139, Центра образования Приволжского района города Казани. Пожалуйста, Алексей. Да, здравствуйте. Конечно, ощущения от сдачи только положительные. Конечно, сыграла большую роль жара. В июле это было 35 градусов. Но педагогический состав был подготовленный и смог обеспечить все для нормальной сдачи экзамена. Вот. Спасибо, Алексей. И у нас есть Алия Хазеева, ученица общеобразовательной школы, интернат-лицея имени Лобачевского, Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Казанский Приволжский федеральный университет. Пожалуйста, Алия. Здравствуйте, спасибо. Думаю, что... думаю, мне одной это в первую очередь казалось чем-то таким немножко странным и необычным, и, возможно, даже в какой-то степени невообразимым в такие короткие сроки перевести огромную базу данных в какую-то программу и далее уже проводить все уроки онлайн, дистанционно, и при этом не терять высокое качество преподавания каждого предмета, поскольку, к примеру, существуют предметы, на которых необходимо именно очное общение, а не онлайн. Но, опять-таки, все прошло достаточно хорошо. Я бы хотела поблагодарить
ректора Казанского федерального университета Ильшата Равкатовича Гафурова и также администрацию лицея имени Николая Ивановича Лобачевского КФУ и нашего директора Елену Герман-Скобельцину и, в принципе, весь преподавательский состав моего лицея за то, что они все обустроили прекрасно. Я практически не заметила какой-либо особой разницы в качестве преподавания. Даже, может, в какой-то степени, наоборот, стало чуть-чуть проще. И все у меня прошло замечательно. Я бы не сказала то, что я о чем-то жалею, о том, что мы перешли на дистанционное обучение. Если чуть-чуть сказать о сдаче ЕГЭ, думаю, как-то что-то мало изменилось в моей подготовке, поскольку я, в принципе, готовилась самостоятельно и в лицее, на уроках, соответственно, с преподавателями и периодически на элективах, то есть дополнительных занятиях. Сама сдача ЕГЭ прошла достаточно хорошо. Я очень боялась, что нас всех заставят сидеть в масках, в перчатках, и все будет как-то очень зловеще, так нагнетающе, но в целом все прошло прекрасно. Все санитарные меры были соблюдены, и вот я здорова, все прекрасно, и я довольна, в принципе, сдачей ЕГЭ. Наверное, советы еще нашим будущим выпускникам и ребятам, которые идут в этом году в 11 класс. Что вы пожелаете в течение этого года, что им нужно делать? Я думаю, ни в коем случае не сдаваться и не особо сильно переживать, поскольку даже дистанционное обучение — это своего рода плюс. Например, я просто сейчас приведу лично на моем опыте. Раньше мне приходилось вставать в 6-6:40 в этот промежуток времени, и далее уже примерно тут же выезжать из дома в лицей, чтобы не опоздать. А когда я уже перешла в дистанционное обучение, как, в принципе, все школы нашей страны, у меня появилось столько свободного времени. Я, например, могла вставать теперь в 6 и не тратить это время на подготовку, какие-то сборы, а сразу начинать готовиться. Например, я могла смотреть вебинары на Ютубе или в каких-то дополнительных онлайн-школах, которые готовят к каким-то конкретным предметам. И, соответственно, у меня было порядка 1,5 часов, в среднем, дополнительных в день. И далее вот я уже шла именно на уроки в мой лицей онлайн. Также я бы хотела посоветовать соблюдать все-таки меры предосторожности, поскольку не я одна считаю, что, с одной стороны, да, приятно готовиться в библиотеках или в кофейнях. Там своего рода есть такая особая атмосфера, которая позволяет, скажем так, больше как-то быть сконцентрированным и, скажем так, более продуктивным. Однако не стоит пренебрегать своим здоровьем, поскольку его ни за какие деньги, к сожалению, не купишь. И лучше просто посидеть дома в каком-то укромном уголке в своей комнате, чем подвергать риску заражения своих близких и знакомых. Вот, думаю, на этом все. Да, правильные советы, что лучше, если вдруг, потому что никто не застрахован ни от чего, и все мы говорим о переходе ко второй волне, мы уверяем вас, что ее, конечно же, не будет, потому что все образование хочет учиться, и все дети именно в стенах своих учебных заведений. Но все-таки, ребята, выпускники именно 2021-2022 учебного года, прислушайтесь к советам, которые вам дали 100-бальники. Ребята, у меня еще к вам один вопрос, я вас, наверное, еще раз задержу. Все-таки какой вуз вы выбрали и в какой вуз вы поступили? Лично я выбрала химический институт имени Бутлерова КФУ. На то, во-первых, было очень много причин, почему я именно выбрала этот вуз. Во-первых, поскольку я обучалась в лицее имени Николая Ивановича Лобачевского при КФУ, соответственно, у нас так или иначе были какие-то дополнительные, такие, как сказать, уроки или занятия, когда мы могли посетить любой вуз, разумеется, как-то по расписанию, и ознакомиться вообще как-то в какой-то степени с преподавательским составом, с манерой их преподавания, также с оборудованием. Разумеется, не использовать его, а просто посмотреть, какое оно. И поскольку я также являюсь дополнительным олимпиадником по химии и при подготовке к различным уровням олимпиад, я проходила подготовку к олимпиадам дополнительно на химфаке КФУ, и я более чем довольна и оборудованием, и его качеством, и также манерой преподавания и качеством преподавания преподавателей. Спасибо. Есть еще что дополнить? Не знаю, можно? Начинаю? Говорите. Ладно. Лично же я опирался при выборе вуза на отзывы самого университета на различных сайтах, а также об отзывах его учеников. Лично для меня отзывы о КФУ оказались намного более привлекательными, нежели с остальными вузами. Также я знаком с педагогическим составом КФУ, поэтому я считаю, что этот вуз как раз-таки для меня больше подходит.
Спасибо огромное, Алексей Илья. Мы желаем вам успехов и проявить себя также при учебе в высшем учебном заведении, участвовать в олимпиадах, в различных слетах, в различных конференциях, но и быть выпускниками с красным дипломом, продолжить свою деятельность и, конечно же, трудоустройство на предприятиях нашей республики. Ну вот дистанционное обучение, об этом говорили ребята. Снизился ли уровень, результат ЕГЭ при сдаче вот именно в этом году, в этих особых условиях? В этом году вот в таком необычном формате мы учились, и, конечно же, не могли не повлиять вот эти форматы на результативность наших детей. Были немножко снижены результаты по естественно-научным предметам, тем не менее количество бальников увеличилось. И это здорово, и это показывает то, что все-таки, когда есть цель, и у ученика, и у учителя, то, наверное, любые формы позволяют достичь той самой цели и хорошо сдать. Все-таки это радует, когда все-таки на выходе дети получили высокие баллы. Это здорово. А в целом, как я уже сказала, это дает большие уроки, большой жизненный опыт, дистанционное обучение. И учит нас быстрее самому развиваться, потому что все-таки дети даже в этой части иногда бывали быстрее, чем учителя, и учителям помогали осваивать те или иные какие-то технологии. И хотела бы, если можно, сказать огромное спасибо родителям, которые позволили вместе с учителями нашим детям доучиться хорошо. Это только благодаря нашему сотрудничеству, содружеству, потому что без поддержки родителей, конечно же, детям было бы очень сложно. И огромное спасибо всем тем, кто помог оснастить школы. Была у нас акция такая, что мы помогали и школам эти гаджеты получать. И 2000 гаджетов было закуплено по поручению нашего президента Рустама Нургалиевича для того, чтобы малоимущие семьи также имели возможность обучить своих детей и получить на выходе хорошие знания. Поэтому всем миром, в любом формате, мы всегда будем стараться делать все на 100%. Вы это смогли, вы это сделали, и действительно ничего не помешало сдаче ЕГЭ и поступить в учебное заведение. Алсу Рустемовна и Ришат Арифулович, у меня вопрос вам. Закончилась приемная кампания, и каков средний балл? Проводили вы анализ по сравнению с уровнем прошлого года? То есть снизился средний балл поступающих все-таки на ваши факультеты, то есть ваши вузы, и какой факультет больше выбирали ребята? По каким направлениям? Пожалуйста, Алсу Рустемовна. Спасибо, Людмила Николаевна. На мой взгляд, в этом году средний балл поступающих, он, наоборот, возрос. Поскольку у нас третьим ЕГЭ выбирают обществознание, в основном ребята, в этом году к нам приехали ребята, которые достаточно хорошо сдали ЕГЭ, не только из города Казани, но и из наших сельских территорий, из деревень, из сел, из всех муниципальных районов Республики Татарстан. Мы, конечно, очень рады за их результат, что позволило им поступить на те специальности, которые они выбрали. У нас самая популярная специальность – таможенное дело по высшему образованию. Это УГС «Экономика». Они выбирают специализацию, связанную и с валютным регулированием, связанную с международной экономикой, с ведением международной экономической деятельности, то есть им сегодня это интересно. Им интересны специальности, связанные с экономической безопасностью, тоже большой набор идет. Но и традиционно у нас поступает очень много ребят, которые хотят впоследствии свою жизнь посвятить технологии общественного питания, гостиничному делу, туризму, товароведению, то есть это в целом индустрия гостеприимства, индустрия торговли, но кооперация, она традиционно этими видами услуг занималась всегда. И сегодня нам и наследие WorldSkills, и поддержка нашего президента позволяет развивать материально-техническую базу данных направлений, которые я перечислила, на высоком уровне, открывать новые лаборатории, открывать новые международные школы на базе нашего университета, что дает возможность нашим ребятам принимать участие в образовательных программах с международными циклами, где у нас есть преподаватели, которые сейчас в том числе и в онлайн ведут занятия для них. И вообще для нас вот этот период пандемии, это стал таким периодом возможностей новых. У нас все преподаватели, даже
даже 65+, успешно освоили новые технологии. Они стали очень мобильными. И, в общем-то, они очень довольны теми новыми возможностями, которые они могут использовать. Они используют новые программы для себя. И вот мы перед началом нового учебного года оснастили свои лаборатории новым информационным комплексом, который дает возможность нашим преподавателям быть готовыми к различным ситуациям. Это я сказала про уровень высшего образования. У нас ведь есть и среднее профессиональное образование. Среднее профессиональное образование в этом году сделало акцент на прикладную информатику, то есть выбрали специальности, которые связаны с информационными технологиями. Это говорит о том, что наша Республика Татарстан, наши абитуриенты, они развиваются активно и параллельно с нашей республикой. Вот насколько в нашей республике высоки требования и развитие на каком высоком уровне, настолько и абитуриенты реагируют и выбирают те специальности, которые необходимы нашей республике, где они могли бы успешно трудоустроиться. Но в целом тенденция такая, что набор в этом году выше, чем в прошлом. И к нам приехало много ребят из других регионов, из Башкортостана, из Кировской области, из Марий Эл, из Ульяновска. Вот, то есть набор состоялся успешный. Ну, здорово. Ильшат Арифович, пожалуйста, КФУ. Спасибо, да, Людмила Николаевна. У нас в этом году, во-первых, уровень знаний, средний балл, да, поступающих ребят не снизился, он, наоборот, увеличился. У нас мы, как федеральный университет, не можем, во-первых, наверное, пойти на снижение данного среднего балла. И это зависит от того, что какое количество людей поступает, то есть подают заявки, заявления в личных кабинетах. То есть в этом году очень, на самом деле, я поддерживаю коллегу, большое количество, на самом деле, ребят с разных регионов направили свои заявления, свои желания поступить в Казанский федеральный университет. И балл только повысился. Поэтому здесь мы высокое имя Казанского федерального университета, как говорится, и поддержим, и выдержали. И ключевой момент, наверное, на то, что у нас в этом году, наверное, традиционно отдельные блоки, которые всегда пользуются популярностью, это экономика, это институт международных отношений, то есть у нас дипломатия, востоковедение, люди хотят изучать языки, разные языки, хотят общаться. Вы в самом начале правильно сказали, то, что и Рустам Нургалевич по его наказу о том, что мы развиваем международные отношения, то, что развиваем дипломатию, отношения с Востоком, с Дальним Востоком, с Ближним Востоком. Поэтому ребята выражают именно желание изучать китайский язык, корейский язык. Тоже очень сейчас полезно, и многие ребята хотят изучать корейские языки, арабские языки. То есть, и к чему говорю, что большое количество возможностей, и ребята со всей России, здесь на самом деле правильно было сказано, начиная с Калининграда, заканчивая Владивостоком, поступают в Казанский федеральный университет, хотят получить хорошее образование. Но в то же самое время я хочу еще раз вернуться к нашим ребятам, к Алексею с Алией, в отношении того, что они выбрали естественно-научный блок, как говорится, и выбирают и химию, и математику, и робототехнику. То есть вот именно ребятам интересно. На самом деле, сами подумайте, вот когда мы учились в советской школе, у нас не было таких возможностей даже, чтобы вот такое большое количество знаний получить. И вот даже то, что сейчас Алия рассказывает, да, то, что в 6 утра она встает, она начинает заниматься, и я на нее смотрю, на самом деле, настолько на душе становится тепло и приятно в отношении того, что какие у нас все-таки ребята растут, и не стыдно, кажется, за будущее, как раньше говорили, помните? И да, не страшно, да, и не стыдно, не страшно, потому что при таких ребятах, когда и они подготавливаются и идут вперед с таким, как говорится, светлым взором и получают такие прекрасные знания. Представляете, ребята учатся и по линии математики, и по линии химии. Я думаю, что Алие будет интересно даже в отношении того, что и будущий наш, я скажу, может быть, громко, но оно так оно и есть, будет наш великий ученый, химик и человек, который будет общаться с другими странами. Ей по-любому понадобится знание различных языков, особенно у нас по линии химии. Алия, наверное, здесь не даст, как говорится, сказать неправду в отношении того, что у нас развивается очень серьезное отношение с Японией по линии химии, по линии физики и так далее. Поэтому здесь нужно изучать языки, в том числе японский, английский, арабский, китайский. И поэтому, говорю еще раз, в этом году у нас не средний балл, еще говорю, не понизился, так повысился. Спасибо. Это здорово. Действительно, вы правильно сказали мысль такую, что вот из тех ребят, которые сейчас являются выпускниками учебных заведений, вырастут еще настоящие ученые, которые будут прославлять нашу республику и Россию в целом. Вы смотрите дискуссионное ток-шоу «Наша республика. Наше дело». Сегодня в фокусе внимания новый учебный год. Об этом и не только сразу после рекламы. Не переключайтесь.
И вновь я приветствую зрителей ТНВ. Вы смотрите ток-шоу «Наша республика. Наше дело». Мы говорим сегодня о образовании в новом учебном году. И среди новелл в законодательной сфере новый порядок приема детей в детский сад и в первый класс. То есть право преимущества имеют братья и сестры из одной семьи, проживающие на одной территории. Также доплата за классное руководство, компенсация расходов за коммунальные услуги для работников образования, для руководителей и заместителей. Все это, подчеркиваю, инициативы партии «Единая Россия», которые были реализованы на практике и вводятся многие с 1 сентября 2020 года, не говоря уже о бесплатном питании для учащихся начальных классов. Также хочу обострить внимание на том, что и остановить свое внимание на том, что был принят закон и с поправками об образовании в части воспитания. То есть вот всегда мы, по сути дела, занимались воспитанием в общеобразовательных учреждениях, но сейчас вот новые правила. Поэтому у меня вопрос, Алсу Мунибовна, вам. Вот как будет реализовываться этот закон в части воспитания детей в общеобразовательных учреждениях? Я хотела бы уточнить, Людмила Николаевна, что на самом деле сам термин воспитания в законе образования изначально был сначала образование, а потом уже, воспитание, а потом уже образование, обучение, извините. То есть это как бы хорошее новшество, но это говорит о том, что все-таки мы понимаем, что научить ребенка каким-то навыкам предметным – это один момент. А вот уже вырастить из него человека, который будет сам счастлив в этой жизни, и вокруг, чтобы у него тоже было все хорошо, что он будет реализован, что он будет благополучен, это вот как раз история про воспитание. И очень здорово, что это теперь уже в рамках закона воспитательные проекты, которые должны быть у каждого учителя. На самом деле все это было. Все это было, но сегодня это уже даже формальным признаком признается приоритетным в процессе образования. Поэтому очень хорошо, что такие изменения возникли. Я думаю, что это очень вовремя, актуально и нужно. У нас очень большое внимание уделяется и воспитанию. Мы все-таки понимаем, что только то общество счастливо, когда у него достойное будущее. А достойное будущее – это вот такие вот молодые люди, которые сегодня у нас в студии, таких у нас много. И поэтому мы хотим сказать, что я думаю, что все будет хорошо и в части исполнения этой части закона, потому что для учителей это не новость. Это просто хорошо узаконенная, скажем так, часть нашей работы. Хотела бы сказать, что 1 сентября в этом году у нас будет не только как шаг в очный формат обучения, а еще у нас в этот день подготовлены уроки, которые как раз нацелены на воспитание нашего гражданина, такого, знаете, достойного гражданина Республики Татарстан и России. Да, у нас в этом году две даты. Это 75 лет годовщины и 100-летие Татарстана. И вот уроки, которые разработаны для начальных классов, для средних классов и для старших отдельные, они также будут проведены одномоментно во всех школах. Это уроки под названием «Время сказать спасибо». Спасибо сказать всем и всему за то, что мы сегодня так живем. И еще один урок подготовлен Министерством просвещения России. В 11 часов он также будет в формате онлайн. Теперь мы это уже быстро умеем переключаться. Мы сейчас можем поучаствовать во многих уроках онлайн в любое время суток. И вот этот урок как раз он подготовлен с целью еще раз напомнить, какой ценой давалась жизнь сегодня. Это посвященный 75-й годовщине. И хотела бы уточнить еще, что большая забота государства, она видна в том, что даже в такое тяжелое время, когда было объявлено еще в январе Владимиром Владимировичем Путиным о том, что все-таки мы всех детей 1-4 классов обеспечим бесплатным питанием, а потом началось то, что началось. Да, и даже в это такое время все равно нашлись средства для того, чтобы обеспечить бесплатным питанием 1-4 классы. У нас их около 210 тысяч детей. И все они будут у нас получать бесплатное питание с 1 сентября. По единому меню, у нас 3 варианта меню, для того, чтобы все школы примерно одинаково кормили наших детей, чтобы каждый получал тот комплекс витаминов, пищевых продуктов, те, которые положены в этом возрасте детям. И эта забота государства, это, конечно же, не может не повлиять на наше будущее поколение, потому что они это видят, они это ценят, и я думаю, что они станут такими же достойными гражданами нашей страны. Действительно, республика одни из первых объявили о готовности проводить бесплатное горячее питание для учащихся начальных классов, на что были выделены и денежные средства очень большие по укреплению материально-технической базы, по подготовке персонала, потому что это немаловажный вопрос, а потом уже по выделению денежных средств из Федерации на саму организацию бесплатного питания. Но все же, возвращаясь к вопросу к воспитанию, пожалуйста, уважаемые
уважаемые эксперты, да, Алсу Рустемовна, ваше мнение, только школа должна заниматься воспитанием детей? Нет, и вузы, конечно же, также занимаются воспитанием. Я, когда пришла работать в наш университет, с 2006 года стала проректором по воспитательной работе. У меня есть опыт, 7-летний опыт работы. И тогда воспитательная работа была аккредитационным показателем. То есть, когда вуз проходил аккредитацию или лицензирование по определенным программам, обязательно должны были быть специальные программы по воспитанию, на цикл обучения, концепции по воспитательной работе. То есть, эта работа оценивалась отдельно, и в этом был свой эффект. Потом этому стали меньше обращать внимание, и вот сейчас, с 1 сентября 2021 года, это у нас снова все возвращается. Это будет и предмет контроля и надзора. Также при аккредитации, при лицензировании образовательных программ у нас воспитательная работа становится частью основной образовательной программы. И это очень важно. Это дает определенный свой социальный эффект. Дети, как в тех вузах, где активно обращают внимание на данный вид работы, воспитательной работы, у них больше софт-скиллсов, они более коммуникабельны, у них совершенно другие компетенции развиваются. И это очень важно, они социально ориентированы. У нас республика социально ориентирована. Даже в период пандемии все социальные программы, которые были заранее заявлены, они все продолжали работать. И в этом, безусловно, надо сказать и отдать должное нашему президенту и сказать ему большое спасибо. Это не все регионы смогли удержать такую планку. Спасибо. Пожалуйста, Альбина Мунировна, вы как мама, я обращаюсь к вам еще не только к руководителю сети Бала-Сити, да, но и как к маме. Кто должен заниматься воспитанием детей даже в связи с принятием, внесением изменений в закон образования и выделением важной доли воспитания? Да, но я в первую очередь, наверное, как педагог отвечу. Безусловно, воспитательная деятельность, она одна из наиважнейших. И в нашей школе уделяется большое внимание. Это и благотворительные проекты делаются вместе с детьми. Это и праздники 9 мая, и День города, День республики. И здесь очень важно как раз-таки и родителей подключать, потому что в идеальной картине мира как раз, когда школа, учитель, ребенок и семья, родители совместно в сотрудничестве развивают и вместе обучаются, познают мир и развиваются. Поэтому, безусловно, воспитательная деятельность, она всегда играла очень главную роль в образовании. Образование невозможно без воспитательной деятельности. Но я здесь еще хочу отметить, что действительно сегодня ведь очень своевременный еще закон о классных руководителях. И здесь я вот тоже хочу порадоваться и сказать, что это действительно очень вовремя правильно услышали и поддержали этот проект, потому что мы понимаем, что количество детей, да, с детьми у нас и воспитательная деятельность, все это на классных руководителях, кроме, безусловно, родителей, да, очень большое количество детей в классе. Каждому ребенку важно, чтобы его услышали, знали о его переживаниях, знали его какие-то сильные, слабые стороны, давали обратную связь родителям. Ведь мы все прекрасно понимаем, что современные родители очень высокую планку ставят, да, на учителей, на школу, и очень высокие ожидания. Поэтому здесь я вот даже больше, наверное, радуюсь за классных руководителей, что их отметили в этой деятельности, и я считаю, что это очень своевременно и правильно. Да, в одной из передач «Наша республика. Наше дело» мы обсуждали послание президента и с восторгом и аплодисментами встречали и слушали те посылы от президента нашей Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и особенно в поддержку классных руководителей об организации бесплатного питания. Поэтому это здорово. Но обсуждая вопросы образования, какой план действий, Алсу Мунибовна, предусмотрен на случай того, вдруг все-таки пандемия будет? На всякий случай. И эпидемиологическая ситуация в нашем регионе будет ухудшаться. Мы вообще все, я думаю, будем надеяться, и мы сможем это сделать. Силой мысли, что у нас не будет второй волны, и мы не будем вынуждены уйти на дистант. Тем не менее, готовы мы должны быть всегда. Я уже, как сказала выше, что все-таки нас научила вот изменяться быстрее эта ситуация, да, и на сегодняшний день все школы имеют высокоскоростной интернет,
Все наши учреждения имеют все гаджеты, которые необходимы для того, чтобы дети учились. Есть платформа Edu Tatar, она у нас сейчас берется за основу, на которой как раз, как уже показал опыт, хорошо использовать ее в работе, в дистанционном обучении. И родители, и дети, и ученики, я думаю, что все мы к этому готовы. Я еще раз обращаюсь к родителям. В любом случае нам нужна их поддержка, что в истории воспитания, что в истории обучения. Мы должны быть вместе, и тогда я думаю, что все будет получится. Но все-таки хочу акцентировать, давайте не будем произносить это слово «вторая волна». Я все-таки думаю, что нас это минит, потому что у нас сейчас начинается вакцинация, да, чтобы у нас и сопутствующие другие заболевания не скосили, поэтому я думаю, что все будет хорошо. Мы легче пережили. При любой эпидемиологической Поэтому, обстановке да. 1 сентября – это наш общий праздник. И в преддверии Дня знаний 2020 года я обращаюсь ко всем участникам нашей передачи, ток-шоу «Наша республика, наше дело». Пожалуйста, ваши пожелания татарстанским школьникам, студентам и их родителям. Пожалуйста. Разрешите? Спасибо, Людмила Николаевна, за предоставленное слово. Здесь Асумунивна правильно сказала, как я говорю, берга булабус, без булдрабус, вперед пройдем, все решим и, как говорится, сможем одолеть все эти невзгоды, всю эту пандемию. Поэтому я думаю, что здесь все вместе едино, скажу на русском языке, что должны быть как единой семьей, единым пониманием. Вы говорили в отношении семьи. Семья же это такое большое понимание как государственности, как отдельные родители, преподаватели, чиновники. Все мы вместе в одной большой семье, в российской семье. Но здесь, коли предоставили еще крайнее слово, скажу отдельно спасибо от Ильшата Равкатовича Гафурова, от ректора Казанского федерального университета. Спасибо, Алексей, спасибо, Лия, за то, что выбрали наш университет. Я думаю, что здесь тоже они стали членами нашей семьи уже. Здесь было сказано абитуриенты, вы наши студенты, поэтому вы член нашей семьи. Я думаю, что мы вас любим, уважаем. Как вы, думаю, что со временем будете нас тоже любить и уважать. Время несется быстро, поэтому спасибо вам за то, что вы есть. И все вместе в учебный Новый год входим и, дай бог, все вместе закончим. Все будет хорошо. Пожалуйста. Я прежде всего хотела пожелать всем здоровья. Это очень важно, это для нас самое главное. Беречь себя, беречь других, чтобы все было хорошо. Хотела сказать, чтобы детям успеха, всем нашим первоклассникам, огромному количеству, выпускникам. Я хочу пожелать удачи, успехов и, самое главное, для них делается все. И чтобы вот то, что это сделано было, в них вошло таким, вот знаете, чтобы привело их к успеху. Чтобы они были счастливы в нашем любимом Татарстане, в нашей стране, чтобы им ничего не мешало в этой жизни. И родителям, конечно же, успехов, удачи, благополучия. И самое главное, быть рядом со школой. Тогда мы все сможем. Спасибо, Асумунивна. Пожалуйста, Альбина Мунировна. Дорогие учителя, коллеги, дошкольные работники, дорогие ученики и наши родители. Я искренне поздравляю всех с наступающим учебным годом. Я в первую очередь, безусловно, желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, сил новых, вдохновения на новые образовательные проекты, программы, новые знания. Алсу Рустамовна. Hürmetli Tatarstanda yaşavchi o'quvchilar ham o'qituvchilar, men sizni chin ko'ngildan 1 sentyabr bilim kuni bilan qutlayman. Sizga esenlik, sog'lik tilayman. O'quvchilarga bori tek 5ligagina o'qirga ham o'quvlarini bitirib Tatarstonda qolib, Tatarstonning komillashuvi uchun ishlarga ham birga bo'lirga, birdan bo'lirga. С Днем знаний, дорогие наши учащиеся, дорогие студенты, здоровья вам, благополучия, работать и учиться на благо нашей республики. Вот бурными аплодисментами, пусть в небольшом количестве, но хочется завершить эту передачу. Я благодарю всех участников программы за такую интересную и конструктивную беседу. Сегодня мы обсуждали особенности нового учебного года, такого особенно в 2020 году для начальной, средней, высшей школы Татарстана, сознательно оставив на потом проблемы профессионального и дополнительного образования. Мы обязательно поговорим об этом в новых выпусках ток-шоу «Наша республика, наше дело». До встречи по четвергам и воскресеньям на телеканале «Новый век». До свидания. Берегите себя.